Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем первую после летних каникул встречу главных редакторов ведущих средств массовой информации республики с главой республики Коми Вячеславом Михайловичем Гайзером. Ну что ж, начнем с того, что обсудим, наверное, важнейшую тему, которая была за последний период. Это рабочий визит премьер-министра страны Владимира Владимировича Путина в нашу республику. Громадный плюс, что он вообще включил в график свое рабочее посещение республики для того, чтобы убедиться в том, что те решения, которые были приняты на общем совещании, когда он приезжал сюда в качестве президента, и обсуждались вопросы вот этой же лесной тематики, они воплощены в жизнь. Два вот таких инвестиционных проекта, которые были тогда ему либо озвучены в результате его визита, и в том числе пошла реализация проекта СТЭП, либо в результате принятых решений, тогда и запротоколированных, пошла реализация, допустим, проекта с промкомбинатом. Конечно, для нас было это важно. Его оценка, как он видит, справились мы с этим или нет, в правильном мы направлении двигаемся или нет. И мне, конечно, приятно, что достаточно высокая оценка была дана этой работе. Вячеслав Михайлович, это уже притчей просто стало. Зарплата начальника цеха на ЛПК там 70 тысяч. Простые люди, собственно, работники бюджетной сферы, они оказались просто в шоке. Средняя заработная плата на нашем лесопромышленном комплексе составляет примерно 32 тысячи рублей. Вы понимаете разницу между начальником цеха и простым рабочим. Точно такая же разница существует между директором школ и, соответственно, рядовым учителем. Поэтому здесь не надо забывать такие моменты. А средняя заработная плата, она по ЛПК 32 тысячи рублей. Это хорошо. И я не вижу здесь повода, для шока. Почему? Потому что мы никогда не скрывали и говорим о том, что единственный путь сделать жизнь достойной для всех категорий работающих республик – это развитие экономики. И только имея, увеличивая вот эту налоговую базу, у нас появляются возможности, в том числе и повышать благосостояние бюджетников. Но, кстати говоря, не только бюджетников. У нас очень большая категория людей, которые работают в экономике, но имеют заработную плату даже ниже бюджетника. Почему-то всегда в первую очередь звучат вопросы бюджетника. Пардон, коллеги, а у нас заработную плату в сельскохозяйственном производстве не в перерабатывающем сельскохозяйственную продукцию, а те, кто своими руками выращивают это все, заработная плата людей, которые в сфере обслуживания, предоставления услуг работают, те же продавцы и так далее, она что, выше? Она зачастую ниже, чем у бюджетников. И это тоже проблема, которой мы тоже должны заниматься напрямую. А вы как раз сказали про сельское хозяйство, про сферу услуг, она, как правило, в частных руках. А есть у правительства некие ресурсы для того, чтобы убедить бизнес параллельно двигаться с правительством и повышать зарплату тем, кто работает у них? Нет, ресурс, конечно, есть, но он заключается в чем? В тех мерах поддержки за счет бюджета, которые могут помочь разным видам бизнеса, в первую очередь социально значимым, скажем так, как тоже сельское хозяйство. Мы же понимаем, что это в первую очередь такой социально значимый вид экономики. Встать на ноги и стать рентабельным. Конкурировать нашим аграриям с югом очень тяжело. И именно поэтому та поддержка бюджета республиканского, которая у нас есть в части аграриев, она ведь одна из самых, я имею в виду на единицу производимой продукции, она из самых больших в стране. У нас за последний год рентабельность организованных форм хозяйства в сельскохозяйственном производстве выросла в 2,5 раза. С 9% почти до 25%. Вячеслав Михайлович, в начале этого учебного года очень много было сломано копий по поводу питания, помните, горячее питание школьникам, давались разъяснения родителям. В принципе, позицию свою, в том числе Сыктывкарская мэрия высказывала на эту тему, собирала отдельно пресс-конференцию, но все-таки, скажите, будет ли что-то в дальнейшем делаться с этой наценкой, когда приводились факты, что чуть ли не на 70% дороже школьных столовых продуктов, чем в тех же магазинах, например. У нас вся республика в этом плане делится на две части. В образовании, я имею в виду, в организации питания. В большей части
муниципальных образований, в учреждениях, повара являются штатными сотрудниками школ. В этом случае, естественно, никакой наценки, которая компенсирует их работу, нет. Они просто получают зарплату как школьные работники. И есть только стоимость продукта. И есть несколько муниципальных образований, в том числе и Сыктывкар, где поваров в штате нет. То есть по конкурсу выигрывает некая фирма, которая за счет торговой наценки свои затраты и свою, так сказать, рентабельность вкладывает вот в эту стоимость этих обедов или завтраков. Здесь вопрос в другом. Насколько адекватна эта наценка. И второй момент, что более важно, да, это наценка, это наша глубокая, так сказать, убежденность и решение вот после анализа, она должна компенсироваться местным бюджетом. Почему? Потому что точно так же местные бюджеты другие, да, за свой счет просто содержат этих поваров. Никакой здесь как бы дискриминации-то нет. Поэтому какие решения мы приняли в этом отношении, затрагиваясь в том числе и Сыктывкар. Дано распоряжение сейчас Министерство образования готовит нормативный документ, который будет ограничивать предельный уровень наценки при проведении конкурсов на, вот такой, на организацию такого питания там, где все-таки такая ситуация останется. Мы считаем, что сегодня достаточно большой рынок на самом деле функционирует, желающих и могущих организовать такое питание. Поэтому опыт наш говорит, что это не приведет к уменьшению желающих в этом поучаствовать. Этот предельный уровень наценки, он, конечно, не с потолка, опять же, будет браться, а из расчетов, да, которые существуют сегодня на этом рынке. Это первое. И второе, это жесткое требование в любом случае сохраняется. Это компенсация вот этой сегодняшней наценки за счет местного бюджета. То, что, собственно, происходит в Воркуте, в Уктыле, в других городах. И там, собственно, нет этой проблемы. Но в здесь нам просто более оперативнее принимать решения. Прозвучала инициатива президента о глобальном, так скажем, сокращении чиновничьего аппарата по всей России. Вот Кудрин даже назвал цифру, что к 2013 году планируется сократить 100 тысяч чиновников по всей России. Вот проецируя эту ситуацию на нашу республику, вообще сколько у нас чиновников всех уровней, скажем так, федерального и республиканского, ну и, может быть, муниципального, есть такая цифра? И какой процент попадет под сокращение? По количеству, если чиновников говорить, то в республике порядка 10,5 тысяч чиновников, это всех уровней. Из них более 6 тысяч – это федеральные чиновники. Порядка 2200, вот где-то, ну там, плюс-минус 5-10 человек, это республиканский уровень. И свыше 2100 – это муниципальные чиновники. Опять же, уровня там районного и поселения. Ну, наверное, было бы неправильно сейчас там опять копаться, что к этому привело, хотя, в общем, на мой взгляд, все на поверхности лежит. И президент тоже об этом сказал. Рост чиновников шел все эти годы за ростом тех функций, которые государство на себя там возлагало. В результате сейчас, когда посмотрели только на федеральном уровне, президент озвучил, там сотнями насчитываются функции, без которых прекрасно можно обойтись, и никакого отношения к государственному они не имеют. Рамки, да, которые желательно достигнуть, президент обозначил. На федеральном уровне он не только в количестве чиновников, но главное в процентном отношении. Было принято решение в течение 3 лет не менее 20% должно состоять. Я считаю, что и точно такая же задача должна быть реализована у нас. Ну, я, по крайней мере, также ставлю задачу перед правительством. Но нужно четко понимать, когда мы говорим о сокращении, как таковом, то и президент это правильно подчеркнул, на мой взгляд, абсолютно, да, что цель основная в этом – это не сокращение расходов на бюрократический аппарат, а на сокращение тех людей, которые являются вот такой избыточным таким звеном между человеком, да, и решением проблемы. Это, во-первых, а во-вторых, на сокращение избыточных государственных функций.
Вот главная эта цель. То же самое и будем делать мы, потому что можно ведь сокращение физическое проводить чиновников. Можно, приняв решение, что это действительно не имеет функции никакого государственного аппарата, просто убирать из числа чиновников этих работающих. И, кстати говоря, не обязательно бюджетниками их делать, а выводя, так сказать, на хозрасчет, грубо говоря, да, статус автономки или же какой-то другой. То есть они будут продолжать работу, но только в другом статусе. Вот о чем речь. Они потеряют просто статус чиновника, возможность принятия решений по тем функциям, которые на самом деле излишни. А вот вы когда свою страничку ВКонтакте открывали, вы же заявляли, что рассчитываете на качественную обратную связь. Понятно, что могут быть жалобы, вопросы, Да, а вы есть получили... оскорбления. Даже оскорбления. Конечно. Ну вот, а вы получили обратную связь, ту, на которую вы рассчитывали. Рациональные, интересные, конкретные предложения, проекты, В полной идеи? мере нет. В полной мере нет, но я этому не удивлен. Я надеялся на это. Но, собственно, жизнь есть жизнь. И понятно, что, к сожалению, в большей степени эта страничка такая возможность именно обратиться ко мне, может быть, как к последней инстанции, да, в решении каких-то своих конкретных вопросов. Хотя есть, не очень много, но есть очень интересные приложения, полезные. В какой сфере? Да и везде. На самом деле и в части экономики каких-то проектов, и в части улучшения работы там, нашей бюджетной сферы. Их немного, но они есть. И, кстати, меня, знаете, что даже больше радует в этом смысле, что вот такого рода люди, они 9/10 из них даже не требуют встречи или не просят. Они просто говорят, там, Вячеслав Михайлович, обратите внимание, что вот можно так, так и так. Вот это здорово. Thank you.